Сәлем, достар! Сегодня тема урока «Жедел өткен шаг. Очевидное прошедшее время казахского языка». Жедел өткен шаг выражает прошедшее действие, в достоверности которого говорящий не сомневается. Как она образуется? К основе глагола добавляются суффиксы «д», «д», «т», «т», потом идут личные окончания «жіктік», «жалғау». Как эти суффиксы присоединяются? После гласных и после звонких сонорных звуков добавляются «д», «д». После глухих добавляются «т», «т». Достар, теперь возьмем, например, глагол «шаршау». «Шаршау» – это «уставать». В неопределенной форме в казахском языке глагол стоит с суффиксом «у», «шаршау», да, в конце «у» мы видим, да, вы об этом знаете. Теперь, как мы образуем? Например, если мы хотим сказать «я сильно устала», «мен», «қатты» – это сильно, да, «шаршадым». Шаршадым, слово шарша, глагол, к нему добавляем окончание «д», которое у нас образует прошедшее время, и к нему добавляется еще окончание первого лица «м». Мен қатты шаршадым, я сильно устала. Теперь во втором лице сен, в простой форме, сен қатты шаршадың, ты сильно устала, сен қатты шаршадың. В конце мы видим, да, окончание «н» второго лица простой формы. Теперь во втором лице уважительной форме «сіз қатты шаршадыңыз», вы сильно устали. Здесь мы знаем, что шарша слово у нас твердое, поэтому к нему добавляются личные окончания, тоже твердые. «ыңыз», «сіз қатты шаршадыңыз». Третье лицо «ол қатты шаршады», он сильно устал. В третьем лице личных окончаний нету, поэтому мы не добавляем. Так остается «ол қатты шаршады». Следующее слово «түсіну». «Түсіну» – понимать. Например, «я тебя поняла», мы скажем «мен сені түсіндім». «Мен сені түсіндім». Слово «түсін» оно мягкое, добавляется к нему мягкий суффикс «д». Почему именно «д»? Потому что слово «түсін» заканчивается на сонорный согласный звук «н», поэтому добавляется именно «д». Потом идет окончание первого лица «м». «Мен сені түсіндім», я тебя поняла. Второе лицо простая форма. Ты меня понял или ты меня поняла. Сен мені түсіндің. Сен мені түсіндің. Второе лицо уважительная форма. Вы меня поняли. Сіз мені түсіндіңіз. Сіз мені түсіндіңіз. Третье лицо. Он меня понял. Ол мені түсінді. Ол мені түсінді. В третьем лице личных окончаний нету. Следующее слово «ән айту». «Ән айту» – петь. Здесь оно идет именно со словом «ән». «Ән» у нас это песня, да, переводится. Например, если мы хотим сказать «я спела песню», «мен ән айттым». «Мен ән айттым». Здесь слово «айт», она у нас твердая, да, поэтому и в конце стоит «т». Глухой согласный звук, поэтому добавляется твердый «т». «Айттым». «Мен ән айттым». Я спела песню. Второе лицо простая форма. Ты спела песню. Сен ән айттың. Сен ән айттың. Второе лицо уважительная форма. Вы спели песню. Сіз ән айттыңыз. Сіз ән айттыңыз. Третье лицо. Он спел песню. Ол ән айтты. Ол ән айтты. В третьем лице личных окончаний нет. Следующий глагол, еще один, кешігу. Кешігу – опаздывать. Например,
хотим сказать «Я опоздала на работу». Мен жұмысқа кешіктім. Мен жұмысқа кешіктім. Слово кешігу, оно у нас мягкое. У опускается. В конце видим корни слова к, да? Глухой согласный звук, поэтому добавляется т. Суффикс т. Мен кешіктім. М в конце первое лицо окончание, личное окончание, да? Мен жұмысқа кешіктім. Второе, простая форма. Ты опоздала на работу. Сен жұмысқа кешіктің. Сен жұмысқа кешіктің. Второе лицо уважительная форма. Вы опоздали на работу. Сіз жұмысқа кешіктіңіз. Сіз жұмысқа кешіктіңіз. Теперь третье лицо. Он опоздал на работу. Ол жұмысқа кешікті. Ол жұмысқа кешікті. Достар, теперь задание для вас. Например, мы видим глагол ішу, пить, да, переводится, и видим предложение, и вместо точек вы должны поставить нужные суффиксы и окончания прошедшего времени. Например, мы хотим сказать «Я утром пила горячее молоко». Мен таңертең ыстық сүт іш. Какое здесь нужно суффикс и какое окончание? Мен таңертең ыстық сүт іштім будет, да? Мен таңертең ыстық сүт іштім. Я утром пила горячее молоко. Іштім, да? Потому что иш слово мягкое, да? Следующий пример. Жабу, глагол закрыть. Например, ты закрыла дверь. Сен, ты, да, есік, есікті, дверь. Жаб, жабу у нас, когда у опускается, слово жабу будет, б переходит на п, будет жаб. Значит, вместо точек какое нужно суффикс прошедшего времени и личное окончание нужно поставить, да? Сен, есікті, жаб. Второе лицо, простая форма. Ты закрыл дверь, будет сен есікті жаптың. Сен есікті жаптың. Слово жаб у нас твердое, поэтому будет тың, да? Т. Твердый суффикс. Следующий пример. Ойнау. Ойнау – играть. Например, вы играли шахматы сонар, да? Предложение такое на русском языке. Например, на казахском сіз анармен шахмат ойна. Какой будет суффикс прошедшего времени и окончание второго лица уважительной формой. Сіз анармен шахмат ойна. Сіз анармен шахмат ойнадыңыз. Сіз анармен шахмат ойнадыңыз. Вы играли шахмат сонар, да? Следующее слово кию. Кию – одевать. Обратите внимание, здесь в конце ю стоит, да? В казахском языке есть ряд слов, которые в неопределенной форме принимают ю. Кию, ю принимает. И, например, он одел дорогой чапан. Как мы скажем на казахском? Ю опускается. Ол қымбат шапан ки. Думаем. Ол қымбат шапан киді. Ол қымбат шапан киді. Он одел дорогой чапан. Дорогой слово переводится қымбат. Ол қымбат шапан киді. Достар, желаю вам удачи, изучения казахского языка. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.